Пропавший Ми-2 под Ижевском искали всем миром около 300 человек. Задействовали больше 80 единиц техники, в том числе и беспилотники. Из Казани и Перми на поиски вылетали вертолеты Ми-8. Задействовали и добровольцев. Сигнал поступил в 3 часа о пропаже вертолета. Начали поиски с Бонинского района со станции угловой. Закончили в данный момент станция Синтек. Времени прошло уже 10 часов. В поисках уже 7 часов. Результатов никаких. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. Незамедлительно предполагаемый район выезда были направлены группировка сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы. Привлекался вертолет, беспилотные авиационные системы. Вертолет обнаружили около 11 ночи вблизи села Азино Завьяловского района спустя 9 часов поисков. По травмам открытый перелом правой руки, левое бедро. Пилот Дамир Гафуров погиб. Выжившего пассажира, 53-летнего Илью Хромова, доставили в Ижевскую РКБ. Сейчас он в тяжелом, но стабильном состоянии, говорят врачи. В сознании, но с частичной амнезией, не помнит обстоятельств произошедшего. Так как это острый период травмы, мы говорим все-таки о тяжелом состоянии. Коротко по диагнозу это сочетанная травма. Это достаточно серьезный перелом таза, перелом верхней конечности локтя. Общее переохлаждение. Были участки отморожения, но с этим удалось справиться медикаментозно и, по всей видимости, ампутации чего-либо удастся избежать. Выживший пассажир вертолета – штатный сотрудник компании «Транснефть». По данным одного из телеграм-каналов, он сумел выжить на морозе, потому что снял одежду с погибшего пилота Дамира Гафурова. Именно он после крушения связался со спасателями и сообщил примерные координаты места ЧП. А это были его последние слова. По факту крушения вертолета и гибели человека Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Это нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации осмотрели место происшествия. Назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. С целью установления всех обстоятельств создана следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления. Погибшему пилоту, жителю Ижевска Дамиру Гафурову, было всего 35 лет. В штате Казанского авиапредприятия он проработал всего год. У летчика остались жена и 2 детей. Никаких замечаний нет, все только хвалят. Больше 2000 часов налета. Естественно, окажем необходимую не только материальную помощь. Сегодня перечислим 1 миллион рублей. Естественно, все расходы, все остальное возьмем. На данный момент следователи изучают состояние вертолета и видео с места трагедии. Предстоит выяснить, был ли в машине бортовой самописец. Их начали устанавливать только после модернизации этого типа вертолета. О причинах происшествия в следкоме пока не говорят. Не решаются выдвигать версии и на самом казанском авиапредприятии. Трагический инцидент под Ижевском – первый за всю историю компании. Магомед Закаржаев задается вопросом, почему поисковая операция длилась так долго. 9 часов искать в 60 километрах от города, имея биллинг, имея мобильного телефона, трекера. Это как-то в голове не укладывается. Я не могу пока понять. Это все будет анализироваться. Причины трагедии с вертолетом выяснит специально созданная комиссия. Результаты опубликуют на сайте Межгосударственного авиационного комитета. Юлия Гоголева, ТНВ, Казань, Удмуртия. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.